42 школы и 63 детских сада Северной Осетии возобновили сегодня работу после трехнедельного карантина. Проведенный мониторинг показал, что определяется динамика снижения заболеваемости гриппом и ОРВИ. Количество школьников, отсутствующих из-за болезни, сократилось вдвое. На сегодняшний день на уроки не ходят около 20% детей. Частично карантин в учебных заведениях тоже отсутствует. Как пояснили в мэрии города, вероятность того, что вынужденные каникулы продлят, минимальна. В настоящий момент, учитывая снижение суммарной заболеваемости в Республике Северная Осетия и Алания по ОРВИ и гриппу, возобновлен учебный процесс во всех образовательных учреждениях, то есть и в школах и детских садах в данный момент. Но если пошла тенденция к снижению заболеваемости, я думаю, что не будет тенденции к росту, потому что на период карантина в образовательных учреждениях проведены все противоэпидемические мероприятия, проведены генеральные уборки, проветривания. Дети были вовремя разобщены друг с другом. И я думаю, что такой картины не повторится. Сейчас уроки в школах идут по обычному графику – 40 минут. Каждый день здесь будет проходить так называемый жесткий фильтр детей. Перед началом занятий в обязательном порядке все проходят медосмотр. Ребят с признаками простуды к учебе не допускают. Культурно-массовые, спортивные и развлекательные мероприятия в республике по-прежнему отменены. В 38-й Владикавказской школе обучается почти 2000 учеников. Из них по болезни отсутствует 470. А многие родители из-за всплеска эпидемии или повторного заболевания предпочитают пока не отправлять детей в школы. Мы ведем мониторинг посещаемости, заболеваемости. Следят за этим как наши медработники, так наша вся администрация, все учителя, классные руководители, естественно, заинтересованы в этом. По поводу того, что много из программы пропущено, мы будем стараться наверстать. И думаю, у нас это получится к концу учебного года. Чтобы дети не отстали от школьной программы, возможно, будут менять учебные планы, говорит директор Марина Сланова. При необходимости учителя будут проводить дополнительные консультации для учеников. Кроме того, возможно, что за счет сокращения весенних каникул в школах прибавятся учебные дни. За это время дети смогут нагнать программу, считают педагоги. Рая Дзантьева, Фатима Маккиева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.